how happy I am that I am in Samara. Знаете, прежде всего я хотел сказать, я так рад, что я в Самаре. There's no place in the world around me tonight than here. Я бы не согласился нигде быть в мире в этот вечер, так как с вами. Amen. And I heard some very, very wonderful reports about the beginning of the conference. Я слышал уже очень-очень хорошие, радостные отчеты о начале конференции. Amen. You were together yesterday evening and today morning. Вы были вместе вчера вечером и сегодня утром. So happy, you know, to be able to come here also together with my brother Carl Gustav. Я так рад, что я могу быть здесь вместе с моим братом Карлом Густавом. Amen. Let's thank God for him. Давайте поблагодарим Бога за него. Wonderful man of God. Он чудесный муж Божий A wonderful friend. и удивительный друг. Amen. And he's the best friend Russia has. Он вообще, наверное, лучший друг, который вообще есть у России. Amen. If anyone in this world Если кто-то в этом мире говорит так же хорошо о России, то вот это он. that is Carl Gustav. Это Карл Густав. Amen. Аминь. So praise the Lord. And also so good to see all you pastors and leaders. И также так приятно вас всех пасторов видеть и лидеров. It's a wonderful team here. Такая чудесная команда And I здесь. hear so much also about the good relationship between many pastors and leaders. И я слышу также много о добрых отношениях, которые есть сейчас между пасторами и лидерами. Amen. Here in Samara and Здесь, в in Самаре Ukraine. и в регионе. That's wonderful. И это чудесно. I believe that rejoices the heart of the Lord. Я верю, что это радует сердце Господа. Amen. Аминь. So, I'll be together with you now and tomorrow morning. Я буду с вами сегодня в этот вечер и завтра утром. And it will be two very, very different meetings. Это будут два разных собрания. But then unfortunately, I need to go back to Moscow for Easter Sunday. Но потом, к сожалению, я должен буду улететь в Москву, пасхальное воскресенье. Amen. But we are now in the middle of Easter week. Но мы, дорогие, с вами сейчас посреди пасхальной недели. And to us believers, today is a very special day. И для нас, верующих, сегодняшний день очень особенный. It's what we call Good Friday. Это то, что мы называем Страстная Пятница. The day our Lord was crucified. День, когда наш Господь был распят. And when I prayed for what to share with you tonight, И когда я молился о том, чем с вами делиться в этот вечер, I couldn't get away from this. я не мог от этого избавиться. So I want us to travel back 2,000 years Поэтому хотел бы, чтобы мы вместе отправились на 2000 лет назад. to that hill that we call Calvary К тому холму, который мы называем Голгофа. and what happened there И к тому, что произошло там. when our Lord and our Savior Jesus was crucified. Когда наш Господь и Спаситель был распят. The Easter week kind of started last Sunday with Palm Sunday. Пасхальная неделя, можно сказать, началась с прошлого воскресенья, с так называемого вербного And then воскресенья. we can travel, together with Christ. И потом мы можем с вами вместе со Христом пройти за всеми событиями. Yesterday, Thursday, Вчера был чистый четверг, he inaugurated communion. когда Он представил ученикам святое And he причастие. broke the bread and shared a cup with his disciples Когда Он преломил хлеб и разделил чашу со своими учениками and told them, и сказал им: tonight в этот вечер I will be arrested меня схватят, and I will give my body and I will give my blood for you. и я отдам свое тело и свою кровь за вас. They didn't really understood it, Они не поняли этого вполне, but Jesus had to announce this но Иисус должен был это объявить, so that we also would continue to receive communion чтобы мы с вами продолжили принимать причастие, in remembrance of Him. вспоминая о Нем. Not only that He was and that He is, Но не только, что Он был, но и что Он есть. amen, but Amen. also what He did for us А также вспоминая, что Он сделал для нас, when He died for the sins of the world. когда Он умер за грехи этого мира. And then we come to Friday, И потом мы оказываемся с вами в пятницу, today. то есть в сегодняшнем дне. Jesus was already arrested, Когда Христа уже арестовали, and Good Friday starts with Jesus being brought before the Sanhedrin. и Страстная Пятница начинается с того, что Христа приводят в Синедрион, When he was questioned by the Jewish leaders, где его допрашивают иудейские лидеры, accused of blasphemy, обвиняют в богохульстве and they soon made a conclusion и вскоре делают вывод, that he was worthy of the penalty of death. что он достоин смерти. But they couldn't sentence him. Но они не могли приговорить его. That is why after the Sanhedrin, they brought Christ to Pilate, Вот почему они прямо из Синедриона отвели Христа к Понтию the Пилату, Roman governor.
к римскому прокуратору. It was in his power to sentence a person to death. Потому что это было в его власти приговорить человека к смерти. And they accused Jesus in front of Pilate. И они обвинили Иисуса перед лицом Пилата. And Pilate asked him, И Пилат спросил его: "Are you a king? царь, Are you the Son of God?" ты сын Божий? Jesus said, Иисус ответил: "He says you say." ты сказал. And Pilate didn't find any fault with Christ at all. И Пилат не нашел никакой вины во Христе, So he wanted to free him. поэтому хотел освободить его. But when he heard that he was from Galilee, Но когда он слышал, что он из Галилеи, he sent him to Herod, он послал его к Ироду, because this was his jurisdiction. потому что Галилея относилась к его юрисдикции. And Herod was in Jerusalem at that time. В Иерусалиме, Ирод был в то время в And Иерусалиме. when he saw Jesus, he got happy. И когда он увидел Иисуса, он He обрадовался, heard about this miracle worker. потому что он слышал об этом чудотворце. So he also started to question him. Поэтому он тоже начал задавать ему вопросы. And now Jesus didn't say a word. И Иисус в этот раз не отвечал ни He слова. didn't open his mouth in front of the king. Он даже не открыл уста перед царем Иродом. So the king just ridiculed him and sent him back to Pilate. Итак, царь, надсмеявшись над ним, вернул его снова Пилату. And Pilate continued to question Christ. Пилат продолжил допрашивать Христа And understood this man have done nothing wrong. и понял, что этот человек не сделал ничего неправильно. And 3 times И трижды Pilate tried to set him free. Пилат пытался его освободить. But 3 times И трижды the wrath and the crying out of the people prevailed. гнев и крики людей превозмогли. And out of fear for the multitude, И от страха перед толпой, finally Pilate gave the death sentence. в конце концов, Пилат согласился на смертную казнь. Ordered Christ to be scourged and И crucified. он приказал Христа бичевать и распять. And after they have scourged him, И после того, как его избили they плетью, brought him out on the street on the way to Calvary. его провели по улицам Иерусалима и к Голгофе. Jesus now was too weak to carry his own cross. Иисус был слишком слаб уже, чтобы нести свой крест. So they stopped and forced this man that we remember as Simon of Cyrene. Они остановили и заставили человека, который известен нам сегодня как Симон Кириньянин, Carry the cross. они заставили его нести крест Христа. And by the road there were standing many people, many women weeping. И у дороги стояло много людей, женщин, которые рыдали о нем. And Jesus told them, И Иисус сказал им: don't weep over me, не плачьте обо мне, weep over yourself, плачьте о себе, weep over your children. плачьте о своих детях. To do like this to me, Потому что если со мной так what поступают, will be of the world. что будет с миром? And then finally, И потом they reached Calvary. они приходят к Open Голгофе. with me Luke chapter 23. Откройте вместе со мной Луки, 23 главу. And it says in verse 32 and 33. И в 32 и 33 стихе сказано: There were also 2 others, criminals, led with him to be put to death. «И вели с ним на смерть и 2 злодеев. And when they had come to the place called Calvary, there they crucified him, and the criminals, one on the right and the other on the left. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, другого по левую сторону. And on that cross, И на этом кресте Jesus died. Иисус умер. But then Но потом there is this, there is this story есть история, that I want us to dwell with tonight. о которой я хотел, чтобы мы поразмышляли в этот вечер. That happened on Good Friday. Что произошло в Страстную Пятницу? That in the last hours and the last minutes of Jesus' life, В последние минуты и мгновения жизни Христа we have this big drama мы видим перед собой эту потрясающую драму, with these 2 men that are hanging, by his sides. когда 2 человека висят, один по правую, другой по левую сторону от него, And dying also. и тоже умирают. And Jesus speaks with them. И Иисус с ними говорит, And something happens и что-то in происходит. the very, very last, moments of his life. Буквально в последние минуты его жизни. And we can wonder, И мы можем недоумевать, what is this? Why did this happen? почему это происходит, и что это Why is this in такое? the Bible? Почему это вообще в Библии? I believe there is nothing in the Bible by accident. Я верю, что в Библии нет ничего случайного. I believe that these 2 men, Я верю, что эти 2 человека, they needed to be there. они должны были быть там. This was how God wanted it to be. Потому что именно так Бог хотел, чтобы все происходило. Because in these 2 men, Потому что в этих 2 людях I see the whole world. я вижу весь мир.
I see every one of you. Я вижу каждого из вас, Every person born into this world. каждого родившегося на этой земле. We are either the one on the right or the one on the left. Или тот, кто справа, или тот, кто слева. Luke chapter 23, verse 36. Луки 23, 36 стих. The soldiers also mocked him, coming and offering sour wine and saying, "If you are the king of the Jews, save yourself." Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». And an inscription also was written over him in letters of Greek, Latin, and Hebrew. This is the king of the Jews. И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть царь иудейский». Then one of the criminals who were hanged blasphemed him, saying, "If you're the Christ, save yourself and us." Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». But the other, answering, rebuked him, saying, "Don't even fear God, seeing you are under the same condemnation." Другой же напротив унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же?» And we indeed justly, we receive the due reward of our deeds, but this man had done nothing wrong. И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. Then he said to Jesus, "Lord, remember me when you come in your kingdom." И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». And Jesus said to him, И сказал ему Иисус: "Surely I say to you, today you will be with me in paradise." «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». This народ сказал. This story Эта has история always captured my heart. всегда пленяла мое сердце. You know, these two men, Эти два человека, you know, representing, like I said, everyone, представляющие каждого из нас, both of them оба were sinners, были грешники. like we all. Как мы все. We all have done what is wrong in front of God. Мы все делали то, что несправедливо и неправильно перед Богом. They were also great sinners according to the Roman law. Они были также великими грешниками, согласно римского закона. And for a long time, И долгое время, they have probably escaped, you know, the consequences of their sin. наверное, им удавалось избежать последствий своих грехов, Like so many of us do. как и многие из нас. So many people in this world. Так много людей в этом We мире. do what is wrong. Мы делаем то, что неправильно. People do that. Люди это And делают they think и думают, they can outrun it. что они смогут избежать последствий. Nobody of us. Но никто из нас No person in this world и ни один человек в этом мире can outrun the sins of his life. не может избежать последствий грехов в своей жизни. And neither could these two men. Не могли и эти двое. So finally, Поэтому в конце their концов deeds had caught up with them. их дела догнали их. Finally, В конце концов they were held responsible for what they had done. они стали ответственны за то, что натворили. They were probably murderers, Наверное, они были you убийцами, know, robbers. грабителями. And according to the Roman law, И согласно римского закона, they were sentenced to death. их приговорили к смерти. In the most brutal way, it could be executed Самым жестоким образом, как только было возможно тогда. by being crucified. Через распятие. So then one hangs on Jesus' left side И когда один из них висит слева от Иисуса, and one hangs on the other. а другой висит справа от Иисуса, Stay with me a little while tonight. и побудьте со мной еще чуточку в этот вечер. Let's look at these two. Давайте посмотрим на этих двоих людей. Let's look at their hearts. Давайте посмотрим на их сердца. Let's look at what they said. Давайте посмотрим на то, что они сказали. And let us use this as a mirror. И посмотрим на это как на зеркало, So we will choose the right thing. чтобы мы выбрали для себя правильно. Because Jesus Потому что Иисус came to this world пришел в этот мир, to save you. чтобы спасти тебя. Hallelujah. Let's give him a big hand. Давай дадим ему Amen. большие Let's аплодисменты. bless the name of the Lord. Давайте благословим имя Господне. Let's give him what's in the middle. Благословим того, кто был посреди. And let's look first at one of the robbers. Давайте посмотрим сначала на одного из этих разбойников. The one that it says he blasphemed Christ. На того, о котором сказано, что он злословил Христа. It says in verse 39. Здесь сказано в He 39 blasphemed стихе. him, saying, "If you're the Christ, save yourself and us." И злословил его, говоря: если ты Христос, спаси себя и нас. And when I read about this man, И когда я читаю об этом человеке, I can't help thinking how close he was
to salvation. Я не могу перестать думать о том, как он был близок к спасению. Jesus was there, maybe two meters away from him. Был рядом с ним, может быть, буквально в 2 метрах. He could have gone to heaven. Он мог бы попасть на небо. He could have been saved. Он мог бы быть спасен. Jesus died for his sins also. Иисус ведь умирал и за его грехи. And so many people are close. И так много людей близки. Jesus died for the sins of the whole world. Ведь Иисус умер за грехи всего мира. And he could so easily И он мог бы так легко have rescued his soul спасти собственную душу and now been in heaven before God. и быть сегодня на небе перед Богом. He also wanted to be saved. Наверное, он хотел тоже быть спасен. He said, if you're the Christ, save us. Ну, даже говорится, он говорит, если ты Христос, спаси нас. Listen to me. Послушайте меня. He wanted to be saved without any repentance. Он хотел быть спасенным без покаяния. And that is why he didn't find it. Вот почему он не нашел спасения. Without any humility. Без смирения, Without any broken heart. без сокрушенного сердца. All he had was pride and hate. Все, что внутри него было, это гордость и ненависть. And that even though salvation was so И close, хоть спасение было очень рядом от него, he couldn't reach it. он не смог до него дотянуться. And this man hangs there И этот человек висел там as an illustration of so many of us, и является иллюстрацией многих из нас. or so many people in this world, Или многих людей в этом мире, whom God loves, кого Бог любит, whom God wants to save, кого Бог хочет спасти, but the hearts are hard. но их сердца жесткие. They still believe so much in themselves. Они так сильно верят в самих себя. I've met so many people, Я встречал стольких людей, and they say, I believe there is a God. которые говорят, я верю, что Бог есть. That doesn't save you to believe there is a God. Но это же тебя не спасает, что ты веришь, что Бог есть. I would say even the demons know there is a God. Библия говорит, даже демоны веруют, что Бог есть. But that doesn't bring salvation to them. Но это же не приносит им спасения. The heart of this man Сердце этого человека was still full of self-righteousness. было по-прежнему наполнено самоправедностью. He wouldn't bow. Он не готов был склониться. He wouldn't, express his guilt. Он не готов был выразить или исповедовать свою вину. You know that repent, that's the first cry of the gospel. Слово «покайтесь» — это первый призыв Евангелия. That's the first word that is heard when the gospel is preached. Это первое слово, которое слышится, когда Евангелие проповедуется. When John the Baptist preaches the gospel, Когда Иоанн Креститель проповедует you Евангелие, read about it in the gospel of Matthew. читайте об этом в Евангелии Матфея. First word that came out of his mouth Первое, что вышло из его уст, was the word repent. было слово «покайтесь». Repent, for the kingdom of God is at hand. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Start with yourself. Начните с себя. Understand your guilt. Поймите свою вину. Don't defend yourself before Не God. защищайтесь перед Богом. Admit your sin. Признай свой грех. And the kingdom of God will be yours. И Царство Божье станет твоим. Amen. Аминь. The gospel speaks about the love of God, Евангелие говорит о любви Божьей, the mercy of God, о милости Божьей. but it is also a sword Но это также меч, that penetrates the heart of man, который пронизывает сердца людей shows us the truth about ourselves, и показывает нам правду о самих себе. so we can be saved. Так, чтобы мы могли спастись. When Jesus started to preach, Когда Иисус начал проповедовать, first word he said первое, что Он сказал, was the word repent. было слово «покайтесь». He said the same words as John the Baptist. Он сказал те же слова, что и Иоанн Креститель. Repent, Покайтесь, for the kingdom of God is at hand. ибо Царство Божие рядом. There is a kingdom Есть Царство, of another world. принадлежащее другому There is a миру. kingdom of God. Есть Царство Божье, But there is a door to that kingdom. но есть и дверь в это Царство. That door is called repent. И эта дверь называется покаяние. I am guilty Я виновен, and you are righteous. а ты праведен. I have sinned Я согрешил, and I cannot blame anybody. и никого не могу в этом винить. So I need a Savior. Поэтому мне нужен Спаситель. Amen. Аминь. That's the door into that kingdom. Это дверь в это Царство. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Well, let's give the Lord. Да, давайте дадим Господу это That's the door into that kingdom. Вот она,
дверь в это царство. The first day after the resurrection of Christ, when the gospel was preached, После воскресения Христа, когда Евангелие проповедано уже, Peter testified about Jesus. Петр свидетельствовал об Иисусе. And then the Bible says that the men of Jerusalem asked him, what shall we И do? тогда написано, что люди в Иерусалиме спросили его, что нам делать, чтобы спастись. The first thing Peter said, И первое, что Петр сказал: repent покайтесь. and be baptized, И да крестится каждый из вас. and you will receive the gift of the Holy И Spirit. примите дар Духа But Святого. the first call, Но первый the призыв, first challenge, первый вызов, the first narrow gate they needed to go through первые узкие врата, через которые им надо было пройти, was the gate of repentance. это были врата покаяния. Yes, I Да, have done what is wrong. я сделал то, что It неправильно. is true. Это I истина. am not worthy of God and not worthy of heaven. Я не достоин Бога, не достоин небес. I can blame neither my mother, my father, my wife, or Я не my могу interpreter. ни мою жену, ни Бога, ни друзей, ни родственников, ни даже переводчика обвинить. I am guilty. Я виновен. And Lord, Господи, forgive me. прости меня. Amen. Аминь. And that's what this man on the cross, that's what he couldn't do. Вот что этот человек на кресте не смог сделать. Even in the last moments of his life. Даже в последние мгновения своей жизни. Because, some people, Потому что некоторые люди, the closer they come to God, чем ближе они к Богу, the stronger they grasp their own self-righteousness. тем сильнее они держатся за свою самоправедность. And think about their own kind of goodness. И думают о собственной доброте какой-то. Yeah, why will it be well with me? Why will I come to heaven? А почему я попаду на небеса? Почему со мной все будет хорошо? Oh, because I am so good. Ну потому что я такой хороший. There's never been a better man in Samaria than me. Вообще в Самаре, наверное, никогда не рождался And лучший the more I человек, чем think about я. how clever I am, И чем больше я думаю о том, какой я the умный, better I feel. тем лучше себя чувствую. But that is not the way. Но не это путь. That is why the gospel Вот почему Евангелие starts with the word repent. начинается со слова «покайтесь». Your goodness Твоя доброта will never save you. никогда тебя не спасет. Because God is holy beyond measure. Потому что Бог свят выше всего. He lives in light. Он живет и пребывает во God свете. clothes himself in righteousness. Он облекает себя в праведность. And no sinful eye will see the И Lord. ни один грешный взгляд не увидит его. So this man, to the last moment of his life, И этот человек до последнего мгновения своей жизни clinged to his own он self-righteousness. держался за свою собственную The праведность. Bible doesn't say so much about what he said, Библия не говорит так много о том, что but он I сказал. can picture him. Но я могу себе It's представить, not my fault. не моя это вина. They did bad to me also. Они со мной тоже несправедливо обошлись. And I did what I needed to do. Я лишь сделал то, что вынужден был. I hate every one of you. Я всех вас ненавижу. Probably things like this Может were in быть, his heart. что-то подобное было в его сердце. And he could have been saved. Он мог бы быть спасен, But his pride но его гордость became his prison. стала его тюрьмой. Don't let it happen to you. Не позволь этому случиться с тобой. Amen. And let's help people in this world. И давайте поможем людям в этом It мире, will happen to them also. чтобы это и с ними не произошло. So that was one of the criminals. Это один из злодеев. And then it was the other. Был ведь еще один. On the other side. С другой стороны, Verse 40. в 40 стихе. But the other answered and rebuked him, saying, Do not fear God, seeing you're under the same condemnation. Другой же напротив унимал его и говорил: или ты не боишься Бога, как и сам осужден на то же. Look at verse 41. 41 стих. And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds, but this man has done nothing wrong. Мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. Then he said to Jesus, Lord, remember me when you come in your kingdom. И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда придешь в Царство Твое. Amen. Аминь. When you look at this man, Когда ты смотришь на you see этого his человека, broken heart видишь его сокрушенное and сердце, this simple confession. и такое простое исповедание. I receive what I justly deserve. И я сейчас терплю то, что заслужил справедливо. Not many people in prison says like that. Знаете, немногие в тюрьме такое говорят. That's what he said. Но он сказал так: I am guilty. я виновен. I have done what was wrong. Я сделал то, что Before неправильно God and before man. перед Богом и людьми. He made no excuses. Он никак не He оправдывался. didn't try,
to tell why he's become a criminal. He said, I receive my due reward. Он не пытался объяснить, почему он стал преступником, он лишь говорит, я получаю по заслугам. And the door of the kingdom Jesus brought opened up. И дверь царства, которое принес Иисус, открылась настежь перед ним. Amen. Аминь. Some people, they never reach this point. Некоторые люди никогда к этому моменту так и не приходят. And that is why the blessing, Вот почему благословение, the mercy, милость the eternal life, и вечная жизнь you know, still is not reached. по-прежнему так и не достигается. But this им. man, Но этот you человек, know, with his broken heart, этим в сокрушении своего with his сердца confession, и с исповеданием, you know, he stepped in. он вошел. You know, I, as a pastor, Я как пастор, I have counseled people in many different situations. я консультировал людей в самых разных And обстоятельствах. sometimes you feel right away. И иногда ты чувствуешь прямо вот сразу Talk with же, a person говоришь с человеком about something bad he's done. о чем-то плохом, что он натворил. You feel a person, he's like a fish, you know, slippery. Oh, you know. И ты чувствуешь, человек как рыба, знаете, прям выскальзывает. Это не я, это моя жена. И I counseled a pastor once who had committed adultery однажды я консультировал пастора, который совершил over прелюбодеяние. a long period of time. Причем совершал это длительный And there were период. so many excuses, У него было столько so оправданий, many kind of reasons for that, столько причин, почему он это делал. and no brokenness. И никакого сокрушения. And cried inside. И внутри себя я просто рыдал. And David did the same. Когда Давид сделал то же самое. You read about it in Psalm 50, Мы 51. можем читать об этом в 50-м псалме. It says to God, Он Богу сказал, take everything. все забирай. Do whatever you want with it. Делай со мной все, что хочешь. Don't take the spirit away from me. Но не забирай у меня Духа Твоего Святого. God created me. Бог, сотвори во мне чистое сердце. Amen. Аминь. And that's what this man had. И это то, что у этого человека было. And let me ask you, Позвольте мне спросить вас, what did he do а что он сделал, to deserve heaven? чтобы заслужить небеса? Tell me one good deed he did Ну назовите мне хоть одно доброе дело, которое он сделал, to deserve the word that he heard of Christ. чтобы заслужить слова, которые он потом услышал от Христа. Ничего не сделал. No tithing, Ни десятину не успел принести, no caring for the poor. ни о бедных не He didn't позаботился. have time to do that. Да он просто не успел это Some сделать. minutes he died. Буквально спустя несколько минут он умирает. What could he brag about? А чем он мог похвалиться? Да ничем. But he said, Но он говорит, my due reward то, что я заслужил, is to be executed, это быть казненным, is to be separated from Christ. это быть отлученным от Христа. My due reward Моя заслуженная награда, is to never come to heaven. это никогда не попасть на небо. I am a sinner. Я грешник, Lord, I repent. но Господь, я каюсь. I'm sorry. Я сожалею, I aggrieved you. я огорчил тебя. Can you forgive? Ты можешь меня простить. That's all he did. Вот все, что он сделал. And that was it. И этого было достаточно. Let's give it. Давай, я люблю. That is hope to me. Это дает надежду мне. That is hope to this world. Это дает надежду этому миру. Amen. Аминь. That lifts up to Christ Это поднимает Христа and makes us see that salvation is His work. и дает нам понять, что спасение – это Его работа. Of course, this is not an excuse for not doing what is right. Конечно, это не оправдание, чтобы не делать правильное и доброе. That's another sermon. Но это уже, конечно, другая It проповедь. shows us Это лишь показывает He нам, saves and He saves alone. что Он спасает и спасает только Он. Amen. Аминь. You know this, and then this man, И потом этот человек, you know, he continues он продолжает. and he turns to Christ and he says, Обращаясь ко Христу, он говорит, Lord, remember me when you Господь, come in your kingdom. вспомни меня, когда придешь в свое царство. And there is something wonderful about these words. И в этих словах есть что-то удивительное. That in all his sin, Что во всех его грехах he could still believe он все еще мог верить, that he could be important to Jesus. что он может быть важен для Иисуса. He still had the courage У него все-таки была какая-то to смелость hope that Jesus
would remember him. надеется, что Иисус вспомнит о нем. Amen. Amen. And that's the work of the Spirit of Lord inside of И you. это тоже действие Духа Божьего внутри людей. Because when we understand Потому что когда мы понимаем, that we are sinners, что мы грешники, and when the Holy Spirit shows us, и когда Дух Святой показывает нам, we can't blame anyone. мы не можем обвинить никого, He also shows us. что мы не можем никого обвинить, Он также нам Still, показывает, there is somebody who would like to remember us. что есть кто-то, кто все равно хочет помнить о нас. There is still somebody who loves us. Есть все равно кто-то, кто любит нас. There is somebody who has not forgotten about me. Есть кто-то, кто так и не забыл обо мне. And in these words, Lord, remember И me. вот в этих словах, Господи, вспомни обо He мне. expresses the gospel and he expresses also the heart of the Lord. Он тоже выражает Евангелие, и Он тоже открывает нам сердце Бога. The prodigal son Блудный сын, that left his father and wasted his money and lived in partying and with harlots. который оставил своего отца, потратил все деньги, гуляя и беспутно. When he returned home, Когда вернулся he домой, still hoped. он все же надеялся, My father hasn't forgotten. что мой отец меня не забыл. And he hadn't forgotten. И он не забыл. And God has not forgotten you И either. Бог не забыл тебя тоже. Amen. Аминь. He wants to remember you. Он хочет помнить тебя. He wants to remember everyone in this world. Он хочет вспомнить каждого в этом мире. The heart of Christ Сердце Христа is big enough for every one of us. достаточно большое, чтобы вместить каждого из нас. That is the message of Good Friday. Это послание Страстной Пятницы. And that's the message И это послание, of the second criminal. которое несет этот второй злодей. Amen. Аминь. Because after they have kind of opened up their hearts to Jesus and opened up their hearts to the world. Потому что после того, как они открыли свои сердца перед миром и перед Иисусом, One, a heart of pride and self-righteousness. один открыл сердце полное гордости и самоправедности, Another, a heart of humility and repentance. а второй сердце полное смирения и покаяния. Then Jesus speaks. Тогда Иисус начинает And говорить. he turns to this criminal. И он поворачивается к этому преступнику. And in one way, he kind of captures the whole Bible in the sentence that he says to him. И в каком-то смысле он подхватывает, можно сказать, всю Библию этим одним предложением. Verse 43. 43 стих. Assuredly, I say to you, today you will be with me in paradise. Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю. Amen. Аминь. And let me comment on that sentence. И позволь мне прокомментировать что-то в этом предложении. Let me say something about this word. Я бы хотел что-то сказать и об этих словах Иисуса. The first word he said was assured. Первое, он говорит истин. And blessed word, assured. Или по-другому воистину. Это благословеннейшее слово. He didn't say maybe. Он не сказал может быть. Скажите аллилуйя. He didn't say perhaps. Он не сказал наверное. He didn't say, well, I'll think about it. Он не сказал ну подумаю об этом. The first word he said was assuredly. Первое, что он говорит воистину. And that's how the gospel is. И это то, каким является Евангелие. Amen. Amen. To you who know Jesus. Для тебя, кто знает Иисуса. To you have received him as the Lord and Savior. Для тебя, кто принял Его как Господа и Спасителя. God wants you to have this word in your heart assured. Бог хочет, чтобы в твоем сердце звучало это слово воистину. I know I am forgiven. Я знаю, что я прощен. I know I am saved. Я знаю, что я спасен. You know, the devil, he has a plan for your life. У дьявола есть план для твоей жизни. That you will live your whole life as a Christian in fear, Чтобы ты всю свою жизнь прожил как христианин полный страха, in doubt, в сомнениях. not really trusting God or trusting His mercy, Чтобы ты не уповал на Бога, на Его милость. not really knowing that you are forgiven. Чтобы ты даже и не был уверен в своем прощении. But then this Good Friday, Но в Страстную Пятницу remember the words of Christ assuredly. вспомни слова Христа воистину. Have no doubt. Не сомневайся. Even in the last moments of your life. Даже в последние мгновения своей жизни. Have no doubt in my saving power. Не сомневайся в моей спасающей I силе. say to you assuredly, Я говорю тебе воистину, so you would know чтобы ты точно знал, that what now follows is really the truth. что то, что сейчас будет сказано, истинно, истинно. And in the same way, И точно так же this message, the gospel comes to you and me also. Евангелие приходит, и это послание к тебе и ко мне. 1
First word which Jesus said was assuredly. Первое слово, которое Иисус говорит, воистину. And then he says, today. Он говорит, ныне, сегодня. Скажите, сегодня. Или ныне. Not tomorrow. Не завтра. Не надо повторить весь программ. Not tomorrow. Не завтра. Not later. Не позже. Today. Но он говорит, ныне. Now. In the Ныне. same moment. Вот в тот же момент, As you confess your sin, как ты исповедовал свой грех, you will be forgiven. ты будешь прощен. In the same moment, В тот же момент, you called out my name, когда ты призвал мое имя, you will be saved. ты будешь спасен. Salvation is not tomorrow. Спасение не завтра. Salvation is now. Спасение ныне. Amen. Аминь. Salvation is today. Спасение And ныне. that is why the Bible says, И вот почему Библия говорит, today is the day of salvation. ныне день You do спасения. not have to wait. Тебе не нужно ждать. Salvation is not postponed. Спасение не отложено на потом. Door is open right now Дверь открыта прямо for сейчас. any one of us Для каждого из нас, who wants to make things right with God. кто хочет исправить свою жизнь с Богом. Whether we have never been saved, Даже если мы никогда не были whether we спасены, want to come back to Him, или мы хотели бы снова вернуться к or we need Нему, forgiveness in a certain area, или нам нужно прощение в какой-то отдельной сфере, or we need to be, to be restored in an area of our life. или нам нужно восстановление в какой-то сфере нашей жизни. Jesus told this man, Иисус сказал этому человеку, assuredly, воистину, today, ныне. and that, my friend, И, друг is мой, the way we need to preach the gospel in this world also. это то, как мы должны проповедовать Евангелие в этом мире. Amen. Аминь. People must understand. Люди должны понять, Don't put out what must never be put out. не откладывать то, что никогда не надо откладывать. When in Matthew 5, in the Sermon on the В Mount, Матфея 5 главе, в Нагорной проповеди, Jesus said, Иисус сказал, if you have committed a sin to somebody, если ты согрешил по отношению к кому-то, and you know he has an accusation against you rightly, и ты знаешь, что у него есть против тебя что-то, и это заслуженно, Jesus said, hurry, Иисус сказал, поторопись, quickly быстро, go to him иди к нему and make peace to him. и примирись. Don't let the sun go down on your wrath, the Bible Не says. позволь, Библия говорит, гневу, солнцу сесть, когда ты в гневе. If you hurt your wife, Если ты ранил свою жену, ask her for forgiveness today. попроси у нее прощения ныне. Amen. Amen. If you know you've done wrong, Если ты знаешь, ты сделал что-то неправильно, run to God today. иди к Богу сегодня. Amen. The door Amen. is open today. Дверь открыта сегодня. Immediately. Сразу же. Anyone who runs to run. Для каждого, кто бежит к Нему. And that is what Jesus wanted this man to understand И also. это то, что Иисус хотел, чтобы этот человек понял. Amen. That whatever he had done, Чтобы, что бы он ни сделал, whatever was wrong in his life, что бы ни было неправильного в его жизни, Amen. He Amen. could receive forgiveness right away. он мог бы принять прощение сразу. For the robber, this means Для этого злодея это значило: I receive you right now. я принимаю тебя прямо сейчас. From the side of God, it means Со стороны Бога это I'm значило: just waiting for you. я жду тебя. God Бог does not postpone. не откладывать на потом. God is ready always Он всегда готов to hear the word forgive me. услышать от нас слова «прости The меня». line is always open. Наша линия взаимоотношений с Богом всегда He's открыта. never busy. Или линия связи. Он никогда не занят с He той never стороны. says come back tomorrow. Он никогда не скажет тебе оттуда приди завтра. Amen. Аминь. Jesus says today. Когда Иисус говорит ныне, That's God's answer to you это Божий ответ тебе, when you cry out когда ты взываешь. for His help, О Его помощи, for His grace, о Его благодати and for His mercy. и о Его милости. Amen. Аминь. Jesus said assuredly. Иисус сказал воистину. He said today. Он сказал ныне. And then comes to the best part. И потом приходит самая лучшая часть. When Jesus said, Когда Иисус говорит, today ныне you will be with me. ты будешь со мной. Hallelujah. Аллилуйя. Скажите со мной. Not only. Не только, Okay, there is a good place. знаешь, там есть хорошее место, 5-star hotel. пятизвездочный отель. I'll send you there. Я тебя туда пошлю. No, you know what salvation is? Ты знаешь, что такое спасение? Salvation is to be. Спасение – это быть с Иисусом. Аминь. That is salvation. Вот что такое спасение. He said, you will be with me. Он
говорит, ты будешь со мной. He didn't speak about the streets of gold, Он не говорит здесь о улицах из золота, about, the brightness of heaven. о всей яркости Even небес. that's also good to talk about. Хотя это тоже хорошо поговорить. You will be with me. Но он говорит, ты будешь со мной. And oh, how I love those words. И как я люблю эти слова. Thinking about that. Только подумать об этом. That wondrous truth that Jesus wants me to be with Him. Это удивительнейшая истина, что Иисус хочет, чтобы я был с Ним. Amen. I already know that I want to be with Him. Я уже знаю, что я хочу быть с Ним. But to hear He says, I want to be with you, Но Matsuo. услышать, как Он говорит, я хочу быть с тобой, Мацула. In John 14, В Иоанна 14 He said to His Он disciples, сказал своим ученикам, verse 2, 3, and 4, 2, 3, 4 that I стихи, go to my Father's house to prepare a place for Он you. говорит, я пойду в дом Отца приготовить вам место, And then I will come back and get you. обитель, и потом возьму вас с собой, So you will be where I am. чтобы вы были там, где я. Amen. Amen. He wanted them, to be close to Himself. Он хотел, чтобы они были рядом с Ним. And that's what Jesus told this man also. И это то, что Иисус сказал этому человеку This тоже. criminal who had lived such a terrible life, Этому злодею, который прожил такую ужасную жизнь. probably had a lot of human blood on his hands. Наверное, у него на руках было много пролитой человеческой крови. He's been lying and cursing. Наверное, он лгал, проклинал. Jesus said, Иисус говорит ему, ты будешь со мной. he left some minutes before him, И он ушел за несколько минут до него, but he was there waiting for him. но он уже его ждал. He said, I want to be with И он сказал, я хочу быть с тобой. you. Amen. Аминь. That's our Lord. Вот такой наш That's Господь. the love of Christ. Это любовь Христа. And that's the love He has for you also. И это та любовь, которая у Него есть к тебе. And that is the lens through which you must see your own life. И это те линзы, через которые ты должен смотреть на No собственную matter жизнь. what kind of life you have lived, Неважно, какой жизнью ты жил, Jesus wants to be with you. Иисус хочет быть с тобой. He wants you to be in heaven. Он хочет, чтобы ты был с Ним на небесах. Amen. Amen. He longs for the day Он жаждет того when дня, you're completely saved, rescued from all salvation, all temptation, home with Him for eternity. когда ты спасенный, избавленный от всех искушений, предстанешь перед Ним дома. The book of Song of Songs, Книга «Песни песней» is God's testimony about this. это Божье свидетельство об этом. About the bride and the groom, О невесте и о who женихе, just long for each other all the time. которые все время жаждут друг друга, Separation was hurtful for them. потому что разделение было болезненным для них. Bride says, I belong to my beloved and my beloved belong to me. Невеста говорит, о, я принадлежу возлюбленному моему, и возлюбленный мой принадлежит мне. And that's really what salvation И is. это, по сути, и есть то, что такое It спасение. is not only Это ведь не только, rescued from hell, что мы спасены от to ада be in a good place. и оказались в хорошем It is to месте. be with Him, Это быть с Ним, to see Him, видеть to Его, worship Him, поклоняться to be Ему, close to Him, быть близко к to Нему, love Him, любить Его to be loved by и Him. быть любимым им. Because I was made Потому что я был сотворен for Him, для Него, for His glory, для Его славы, to be His forever and ever. чтобы быть Его во веки веков. Hallelujah. Аллилуйя. Let's give Him a clap offering. Давай дадим Amen. Ему Let's аплодисменты. bless the name of the Lord. Давайте благословим имя Господне. Easter. Итак, Пасха. Such a wonderful time. Такое удивительное And I время believe that года. every Easter Я верю, что каждая Пасха, to draw us closer to Himself. Он желает в каждую Пасху приблизить нас к себе. It's a good pastor you have this conference during Easter. Хорошо, пастор, что у тебя эта конференция во время Пасхи. Amen. And let's believe Давай верить, tonight, что в этот вечер tomorrow, и завтра, and Sunday, и в воскресенье He just draw us closer and closer to Он Himself. приблизит тебя ближе и ближе и ближе к себе. Amen. Аминь. But then, И there's also the final word that Jesus told me. последние слова, которые Иисус сказал, последнее Sure. слово, Он говорит, поистину, Today, ныне you will be with me ты in будешь со мною paradise. в раю. He spoke about heaven. Он говорил о небесах. Salvation is too big to be described in earthly terms. Спасение слишком великий вопрос, чтобы описать его земными терминами. Salvation Спасение can only be understood in a perspective of eternity. можно понять только с точки зрения вечности. That these two men, Что эти два человека they were hurrying through life, торопились прожить эту жизнь. then comes eternity. И они прожили свою жизнь, и вот наступает вечность. And they went into different
direction. И в вечности они пошли в двух разных направлениях. And what Jesus said to this man, И что Иисус говорит этому человеку? greatest of all promises. Это самое большое из всех обещаний. Come on. He spoke about paradise. Он говорит о рае. There is a place Есть место, that is not here on the earth. которое не на земле. There is a place that is much more real than the earth. Есть место, которое гораздо реальнее, чем земля. In this earth, everything is fragile. Everything is, lost just for a while, temporary. На этой земле все временно. But there is another place where nothing is temporary. Но есть другое место, где ничего не временно. Jesus used the word paradise. Иисус использует слово «рай». Other times the Bible uses the word heaven. В других местах Библия использует слово «небеса». Or the mentions of my Father, Jesus. Или Иисус говорит, у Отца Моего обителей много. That place Но вот это место, is the real place. оно настоящее, реальное. That's where we are meant to be. Это то, куда мы предназначены прийти. Have you ever felt like a stranger here in the world? Иногда чувствовал себя, знаешь, как странник, как путешественник вот по миру. Ты идешь. I've felt that many Я times. много раз чувствовал себя так. But that's because I am a pilgrim. Потому что так и есть. Я и есть пилигрим, путешествующий по этому в этой земле. I'm heading to Потому что я иду, в общем-то, в другое место. gave him this. Иисус дал ему это обещание. The sufferings will end. Там страдания закончатся. The cross will end. Крест закончится. The tears Слезы will be your last. будут последними. And then И you потом will be with me in paradise. ты будешь со мной в раю. Sometimes Иногда, when we say we are saved, когда мы говорим, мы спасены, when we think about, oh, I'm a Christian, и думаем, я христианин, we have hard to grasp the full meaning of it. нам бывает трудно понять всю полноту смысла этих слов. But when the day comes, Но когда придет день, when we will all stand когда мы все будем стоять in front of the great white throne of God, пред великим белым престолом Божьим worshiping Him, и будем поклоняться Ему, then we will understand тогда мы поймем the fullness of the word salvation. полноту смысла слова спасения. What it was to become a Christian. Что это значило на самом деле стать христианином? What it was to be forgiven. Что это значило быть прощенным? Amen. Аминь. To be saved. Быть спасенным. Then we will understand the greatness Вот тогда мы поймем величие of what Christ has done for me. того, что Христос сделал для меня. Surely I say to you, Воистину я говорю вам, today you will be with я me говорю тебе, ныне же ты будешь со мною in paradise. в раю. That was the last thing this man heard Это было последнее, что этот человек услышал, before he left this world, прежде чем он покинул этот мир, to be with Christ. чтобы быть со Христом. And when the Holy Spirit reveals this to us, И когда Дух Святой открывает эти вещи, we start to sing with a new fervor in the church. мы начинаем петь с новым огнем в церкви. We start to pray with a new passion, Мы начинаем молиться с новой страстью, preach with a проповедовать new urgency, с новой неотступностью, because we know there is a paradise. потому что мы знаем, что есть рай, We know there is a place есть место, God wants us to be где Бог хочет, чтобы мы были with Him с Ним forever во веки and ever и веки and ever и веки and ever. и во веки. Hallelujah. Blessed be. Да будет благословенно имя Господне. Да будет благословенно. When we will come there, when we will come there, Когда мы придем туда, this man will be waiting for us. этот человек будет нас ждать. This criminal Этот злодей, was crucified beside Christ. который был распят рядом со Христом, Heard him cry out, и слышал, как он взывал, "It is finished." свершилось. And when we meet him, Когда мы его встретим, maybe you will ask him, может быть, вы у него спросите, what is your testimony? какое у тебя свидетельство? What can you tell us? What good things can you tell us about your life? А что ты можешь доброго рассказать о своей жизни? And he will have nothing to say. А у него нечего будет сказать. Except one word, Только одно слово. Jesus. Иисус. He will have nothing to tell you Ему нечего будет тебе сказать about what he did, о том, что он сделал. because he was saved
some minutes before he died. потому что он был спасен буквально за минуты до смерти. But I tell you, Но я хочу вам he will сказать, have a story to tell about the great Savior. у него будет история, которую он расскажет о великом Спасителе. He will speak about Christ Он будет говорить о Христе for all eternity, всю вечность, of that love and of that mercy, о той любви, о той милости, of him to turn to him о том, как он обратился к and нему. said, surely I tell you, you will be with me И today. как повернувшись, он сказал, истинно говорю тебе, ныне же будешь со He will мной. speak about a great Savior, Он будет говорить о великом Спасителе. and that И testimony это is свидетельство, actually my testimony also. и мое свидетельство. I want to go out in this world Я хочу идти по этому миру and not try to tell them about all the good things that I have и done. рассказывать им не о том, что-то добром, что я сделал. It's not so much to tell actually, Честно говоря, немного и рассказать получится. but I have a story to tell Но у меня есть история, которую я хочу рассказать о моем Спасителе, about Jesus, об Иисусе, about what He has done for о me, том, что Он сделал для меня, about His love for me, о Его любви ко мне, His mercy, о Его милости, how He has forgiven me, как Он простил меня, saved me, спас меня raised me up. и поднял меня. That, my friend, Это, друг мой, is what Easter is all about. и есть смысл Пасхи. И весь народ сказал. Let's give Him a last clap.